В эфире телеканала расширенный выпуск новостей «Итоги дня». В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о главных событиях. Рассмотрено более 30 вопросов. Завершилось 40-е пленарное заседание народных депутатов Государственного собрания Якутии. Дитя войны живет в аварийном многоквартирном доме в центре Якутска. Проведена проверка, в каком состоянии действительно находится дом и какое решение принято по итогам выезда. Традиционно зимней одеждой принято считать шубы и меховые шапки. Однако все чаще встречаются пуховики и утепленные штаны. С чем связана такая тенденция? За кратчайшие сроки адаптировать спектакль к новой сценической географии. Генеральная репетиция оперы «Нюргун Ботур» прошла в Театре оперы и балета. У жителей поселка Чульман Нерюнгринского района появилась возможность заниматься спортом на профессиональном уровне. Наш корреспондент ознакомился с оснащением нового спортивного объекта. Госдума приняла закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка. По информации Минтруда России, пособие объединит различные выплаты для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, по уходу за ребенком до 1,5 лет, на первого ребенка, на третьего ребенка, на детей от 3 до 8 лет, а также на детей от 8 до 17 лет. Назначать пособие будут нуждающимся беременным женщинам и семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплат составит 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума. Внесение изменений в Конституцию Республики, дополнительные требования к сотрудничеству недропользователей и населения, корректировка бюджета и многое другое было рассмотрено сегодня на очередном пленарном заседании народных депутатов Государственного собрания Якутии. Об итогах заседания смотрите в следующем сюжете. Более 30 вопросов рассмотрели на очередном планерном заседании депутаты Государственного собрания Илтумен. Одним из наиболее значимых для республики вопросов на повестке дня был законопроект о внесении изменений в Конституцию республики. В 2020 году в России приняты поправки в основной закон страны, и после этого субъектам необходимо привести свои положения в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Федеральный закон по реформированию органов местного самоуправления задерживается, и мы не стали ждать. Поэтому без органов местного обозначения, без реформирования органов местного самоуправления сегодня приняты изменения в основной закон Конституции Республики Саха-Якутия. Это касается и полномочий Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия, механизма отзыва главы Республики Саха-Якутия. Также дана соответствующая законодательная инициатива в прокуратуре республики. Кроме того, была проведена корректировка республиканского бюджета. Несмотря на непростую ситуацию в стране, доходы в республике увеличиваются и за счет федеральных дотаций, и за счет поступлений от крупных налогоплательщиков. Это позволяет сохранять в Якутии все социальные выплаты и программы. Смогли там предусмотреть некоторые недостающие моменты по субсидиям коммунального комплекса, которые в предыдущие годы иногда не очень хорошо выполнялись. У нас полностью выполняются обязательства по федеральным государственным образовательным стандартам. У нас будет полное софинансирование что касается Республики Саха-Якутия, по национальным проектам, которые реализуются на территории нашей республики. Профильным комитетом по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики были рассмотрены и приняты 2 законопроекта, в том числе и по взаимодействию с недропользователями, которые ведут свою деятельность на территории республики. Недропользователи, они свободно работали в течение 5 лет, и мы не знали, какие у них результаты, какая связь с местным населением. Поэтому вот появилась новая статья «Отчет недропользователей перед населением». Что сделано? И это ежегодно. Это очень хорошо. И я думаю, вот со дня принятия, со дня подписания сегодня в окончательном чтении. В следующем году республику ждут большие выборы. Раз в 10 лет депутаты проводят корректировку схем избирательных округов. На сегодняшний день в республике более 646 тысяч избирателей, и на каждый из 35 избирательных округов в среднем приходится 18,5 тысяч избирателей. Но из-за внутренней миграции в некоторых арктических районах население уменьшилось, и если раньше один депутат представлял 4 муниципальных образования, то теперь будет представлять 5. В столице же количество жителей неуклонно растет, и на следующих выборах по одномандатному округу мандаты депутатов от Якутска получат не 9 депутатов, как сейчас, а 11.
Александр Хавренко, Джулус Иннокентьев, Якутск. В Якутии многодетные семьи смогут получить денежную выплату вместо земельного участка. Принят закон, позволяющий со следующего года многодетным семьям получать денежную выплату вместо участка. Об этом сообщает Минтруда Республики. Семьям с 3 и более детьми будет предоставляться 200 тысяч рублей, которые они смогут направить на улучшение жилищных условий, погашение ипотечного кредита, приобретение или строительство жилья. Порядок и условия предоставления единовременной выплаты будут устанавливаться решением регионального правительства. Отмечается, что закон направлен на широкий круг получателей, не ограничен сроками реализации и не привязан к действующим материнским капиталам. А выплата может быть направлена на улучшение жилищных условий в совокупности с действующими материнскими капиталами. Дитя войны живет в аварийном многоквартирном доме в центре Якутска. На днях в социальных сетях распространилась информация об условиях, в которых проживает 82-летняя бабушка. По поручению прокурора республики проведена проверка с прокурором Якутска совместно с мэром города Евгением Григорьевым. В каком состоянии действительно находится дом и какое решение принято по итогам выезда, расскажет Светлана Амосова. Весной и осенью дом двигается, штукатурка падает, ни один начальник сюда не заглядывает. Лидия Игнатьевна живет в этом доме с 1977 года, а это уже 45 лет. Она признается, что условия в квартире ужасные и непригодны для проживания. Даже нет возможности нормально помыться. Чтобы принять ванну, пенсионерке приходится ездить по своим знакомым. Тут холодно, не могу перезимовать. Тут сейчас холодно, если 50 градусов будет, вообще хана будет. Сейчас в сапогах сижу и ноги мерзнут. Многоквартирный деревянный дом был построен в 1941 году. Тогда он считался одним из престижных жилых зданий в центре Якутска. Но годы берут свое. Дом на перекрестке улиц Лермонтова и Короленко, наверное, знают многие. Дом настолько просел, что окна стали находиться наравне с тротуаром. Лидия Игнатьевна живет здесь, на первом этаже, и рассказывает, что ее стекла разбивали уже 3 раза. После распространения в СМИ информации о состоянии дома прокурором республики было дано задание провести проверку. Прокурор Якутска и мэр города лично осмотрели квартиру и дом. В настоящее время проводим проверочные мероприятия и по их окончанию будем давать оценку действиям должностных лиц соответствующих органов о том, каким образом осуществлялся надзор за состоянием данного дома. В 2020 году здание было признано аварийным, но в действующую региональную программу по переселению не попал. Пенсионерка проживает в этой квартире не одна. С ней вместе живет ее дочь, зять и внуки. В ходе выездного мероприятия семье предложено жилье в маневренном фонде. В случае предоставления маневренного жилья вы готовы будете переехать? Да, готовы. Только с радостью. Необходимо приложить все усилия для того, чтобы быстрее расселить этот дом. К сожалению, таких домов в городе Якутске много, это нужно признать фактом. У нас порядка 1000 домов еще остается в таком состоянии. Когда будет расселен этот дом, неизвестно. Жильцы надеются, что временное жилье не станет постоянным. Они верят и ждут, что аварийное здание сможет попасть в следующую программу переселения после 2025 года. Светлана Амосова, Лилия Терентьева, Семен Семенов, Якутск. Очередная партия помощи мобилизованным готовится к отправке в Якутию. Груз необходимой помощью отправят в воинские части после 20 ноября. В каждом районе республики создан единый координационный центр, через который можно отправить необходимую помощь мобилизованным. В Якутске обратиться в координационный центр можно с 10 до 18 часов по адресу улица Курашова, 24, кабинет 401. Оказать помощь мобилизованным можно по адресу улица Орджоникидзе, 10, вход с левого торца, со стороны Министерства сельского хозяйства. Между тем, сообщество «Волонтеры Саха» расширяет географию присутствия в центральном и южном регионах. В движении сообщили, что деятельность волонтерских штабов разворачивается среди якутских землячеств в городах Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Симферополь, Калининград, а также в городе Хабаровске. Ряды добровольцев объединяют около 100 якутян, живущих за пределами республики. На этой неделе волонтеры Саха оказали материальную помощь матерям, находящимся в трудной жизненной ситуации из поступивших
поступивших средств пожертвований. На днях получен первый гуманитарный груз из Екатеринбурга. Это 36 укомплектованных аптечек. В организации поставки принял участие депутат Государственной Думы Петр Амосов. Напомним, ключевыми задачами волонтеров Саха является забота о раненых в военных госпиталях, их посещение, сбор и вручение госпитальных наборов, индивидуальных заказов, приготовление домашней продукции из местного сырья, юридическое и психологическое сопровождение бойцов. Такое направление, как Саха-волонтеры-медики и Саха-волонтеры-юристы. Пожертвование идет у нас и по линии предприятий. Сейчас принято решение движением Саха-волонтер оказывать помощь не только раненым, но и матерям, которые оказываются в трудной жизненной ситуации. А во Владивостоке предприниматель открыл свое производство одежды для мобилизованных. В связи с большой потребностью в спецодежде и обмундировании молодой человек отложил модные заказы, чтобы обеспечить магазин необходимым товаром. Подробнее в материале Лидии Гасанбалаевой. Сегодняшнее непростое время требует сплочения всего общества, объединения ресурсов и вклада каждого в решение сложных задач. И таких примеров с каждым днем становится все больше, и все они заслуживают уважения и поддержки. Бизнес в России сейчас переориентируется на производство необходимого инвентаря, оборудования, обмундирования для нужд специальной военной операции. С наступлением холодов особенно актуальна теплая, качественная одежда для мобилизованных. Но сейчас вот готовимся к пошиву мужских костюмов камуфляжных. Вот. Ну а на данную минуту у меня вот нижнее белье мужское у нас тут есть. И вот теплые мужские кофты. Хоть куда. Хоть пир, хоть в мир. Марк является производителем одежды, и у него есть магазин специальной экипировки, а также собственная швейная фабрика общей площадью около 600 квадратных метров, на которой он начал производить одежду для мобилизованных. Еще Марк поделился, что не только продает одежду по доступным ценам, но и безвозмездно помогает мобилизованным спецодеждой. Считает это своим скромным вкладом в решении важных задач. Неоднократно сталкивался с ситуацией, когда там, где я заказывал, просто не хватало на меня. Так как мы находимся все-таки в отдаленной части России, Дальний Восток, Владивосток, сюда немногие доходили товары. Вот. И тогда уже пришла идея, что нужно самим брать и шить то, что необходимо. Вот. Тогда и, в принципе, зародилась идея о создании фабрики. В общем, тогда как раз продавалась фабрика. И я купил эту фабрику и потихоньку отшиваю одежду. Ткани в основном отечественные, но и есть и привозной материал из Южной Кореи и Турции. Современное оборудование из Японии и Кореи позволяет изготавливать большое количество материала, но самой главной проблемой фабрики является нехватка персонала и рабочих рук. С этой проблемой справляются сами, задерживаясь на работе и все свободное время тратя на производство одежды. Лидия Гасанбалаева, Владивосток. С установлением крепких морозов на территории республики у жителей региона вновь возникает насущный вопрос – как подготовиться к предстоящему сезону. Традиционно зимней одеждой принято считать шубы и меховые шапки. Однако в последние годы на улицах города все чаще можно встретить человека, одетого в пуховик и утепленные штаны. Моя коллега Надежда Саханская выяснила, с чем связана такая тенденция. Утепленные сапоги, известные нам штаны, куртка по зимнему сезону, вязаные рукавицы, шарф и шапка. Именно так выглядит наряд для того, чтобы сейчас выйти на улицу и выдержать 40, а то и 50-градусные морозы. Однако куда же делись шубы и национальная обувь Унты, которые также хорошо справлялись с якутскими морозами? Наша съемочная группа решила разобраться в этом вопросе и выяснить, что сейчас предпочитают носить жители и гости республики. Мы отправляемся на фабрику по пошиву меховых и кожаных изделий. Производство предметов гардероба здесь строго индивидуально. Все дело заключается в подборе материала, изготовлении эскиза, ну и, конечно, в самом выпуске продукта. Однако мастера отмечают, что потоковое производство на фабрике уже не пользуется такой популярностью, как 10 лет назад. Не только из-за индивидуальных просьб заказчика. Конкуренцию традиционным шубам и унтам на рынке в последнее время составляют пуховики. К сожалению, есть
такая тенденция, есть конкуренция, потому что молодые люди, особенно новое поколение, не очень уважает, я скажу, мех. В основном, ну, может быть, время такое практичное. Все говорят, пуховик одел и пошел, как бы. Но шуба все-таки нужна, женщина должна себя любить, греть, в шубе тепло. Поэтому, ну, есть поклонники шубы, и поэтому я думаю, ну, на поток, конечно, мы теперь уже так не шьем много, поэтому индивидуально. Зато это как бы индивидуальное обслуживание, мы пошьем такую шубу, какую вы хотите. На фабрике производят не только шубы и шапки, но и, конечно, унты. На изготовление одной пары такой обуви уходит от 8 до 10 шкурок. Они подбираются с ног оленя по цвету. Внутрь ставится подкладка. Срок носки такой обуви при бережном обращении может составить до 15 лет. Более того, нынешние требования к изготовлению унтов стали настолько строгими, что каждая отдельная пара представляет собой произведение искусства. Да, последние годы действительно, конечно, уже намечается такое, что молодежь в основном носит такие более молодежную обувь, будем говорить. Ну, зима есть зима, конечно, поэтому все равно есть такие, которым хочется теплую, мягкую, красивую в какой-то степени обувь. Есть и другая сторона медали. В последние годы производство зимней одежды настолько шагнуло вперед, что сейчас есть возможность из пуховика и утепленных штанов создать яркий индивидуальный наряд, который также прослужит долгие годы. Более того, такая продукция гипоаллергенна в случае для тех, кто по состоянию здоровья не может носить меховые изделия. Есть такие куртки, пуховики, которые идут искусственный пух, то есть люди, у которых на пух аллергия, они могут приобрести куртку или пуховик гипоаллергенный, но по температурному режиму он не будет отличаться от натурального пуха. Как и во что следует одеваться, разумеется, вопрос для каждого индивидуальный. Однако в предстоящие сутки морозы в Якутске усилятся, и температура впервые этой зимой преодолеет рубеж в минус 40 градусов. Главное, следите за здоровьем и одевайтесь теплее. Надежда Саханская, Семен Семенов, Владимир Павлов. Якутск. В Якутске началась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современной эндокринологии». Мероприятие приурочено к 65-летнему юбилею создания эндокринологической службы Якутии и 65-летию высшего медицинского образования республики. Оно проходит в рамках ежегодного национального конгресса с международным участием. Этот конгресс у нас является ведущей площадкой, где обсуждаются эти новые инновационные подходы в медицине, происходит обмен опытом науки, практики и образования. Что можно сделать для пациентов с сахарным диабетом второго типа? Каковы современные опции инсулинотерапии? Эти и другие острые вопросы будут обсуждать ведущие врачи практики республики в течение 2 дней. Также в программе обсуждение достижений в развитии теоретической и практической эндокринологии, актуальных вопросов диагностики, лечения и профилактики эндокринных заболеваний у взрослых и детей. 65 лет назад наша эндокриническая служба начата с одного кабинета. Поэтому сегодня мы проводим научно-практическую конференцию, посвященную этой дате. Сегодня участвуют все наши врачи практики, отделения и наша эндокриническая диспансера. И хотелось бы воспользоваться случаем, поздравить наших коллег с такой 65-летним юбилеем, пожелать успеха в работе, счастья, благополучия. Почетное звание «Город трудовой доблести» присвоено Якутску. Указ подписал президент Владимир Путин. Это звание присваивается городам, которые внесли своим трудовым героизмом и соответственностью неоценимый вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. И наш Якутск, безусловно, заслуживает этого признания. Мы гордимся, что у нас в Якутии теперь 2 города трудовой доблести – Алдан и Якутск, написал в своем телеграм-канале глава региона Айсен Николаев.
Получили хорошую новость. Город Якутску призвано почетное звание «Город трудовой доблести». Сегодня мы, наверное, хотим поздравить каждого жителя Якутии и жителя города Якутска с этим почетным и историческим моментом в жизни. Город Алдан уже является. Сегодня мы и город Алдан, и город Якутск являются городами-героями с почетным званием. Трудовые коллективы, предприятия тогда во времена Великой Отечественной войны объединялись, консолидировались и делали все для фронта. Ленская районная библиотека закончила очередной проект «Почетные граждане Ленского района». Готовая работа будет выложена в соцсети в специальный библиотечный канал, на котором уже имеется серия подобных проектов. Более подробно о новом направлении работы библиотечной системы смотрите в нашем сюжете. Проект «Почетные граждане Ленского района» появился в 2020 году. Он был создан по инициативе депутата районного совета депутатов прошлого созыва Алевтины Бабаевой. Женщина предложила сотрудникам библиотеки проводить встречи с почетными ленчанами. Идея всем пришлась по душе, но ее решили немного усовершенствовать и попробовать выпустить фильм. Первый фильм, конечно, был посвящен первому главе муниципального образования города Ленского района Ягдышеву Владимиру Михайловичу. Далее на сегодняшний день у нас выпущено 7 роликов о почетных гражданах, а на сегодняшний день в Ленском районе состоит 79 почетных граждан. В список почетных граждан входят представители различных профессий и рангов. Это и работники образования, медицины, культуры, работники и руководители алмаздобывающей промышленности, общественные деятели и многие другие. Словом, все те, кто остается связан с нашим Ленским районом. С какой целью мы ведем этот проект? Чтобы наше молодое поколение, проживающее на территории Ленского района, за пределами Ленского района, помнили, понимали, какой вклад внесли почетные граждане Ленского района. Работа над проектом идет кропотливо. Сотрудники библиотеки, объединившись в команду, ведут сбор данных, встречаются с близкими и друзьями героев, которые с удовольствием делятся своими воспоминаниями и предоставляют фото и видеоинформацию. Очередной фильм о почетном гражданине выйдет буквально на днях, а в следующем году на YouTube-канале библиотеки появится курс видеоуроков для школьников «Ленское краеведение», из которых ребята смогут узнать больше о нашем районе и о его жизнедеятельности. Также ленчане смогут увидеть выпуск видеожурнала о наводнении. Видеожурнал «Воспоминания старожилов о наводнении 1966 года». Этим проектом занималась также наша сотрудница Наталья Боженкова. По своей инициативе она встречалась с людьми, задавала вопросы, занималась съемкой. Сейчас заканчивается монтаж этого видеожурнала. И я думаю, что это будет очень интересно. Посмотреть все выпуски проекта можно в любое время на YouTube-канале Ленской центральной районной библиотеки. Светлана Болеева, Александр Ильчук, Ленск. Генеральная репетиция оперы «Нюргун-Ботур» прошла в Театре оперы и балета. Масштабное действо в постановке режиссеров Андрея Борисова и Руслана Тараховского соткано из реальных театральных направлений. Оперных артистов поддерживает балетная труппа, а также коллектив театра «Аланхо». Премьера, запланированная 2 декабря, пройдет в Санкт-Петербурге на сцене Мариинского театра. Затем якутский эпос в новой трактовке переместится в Большой театр и будет показан московскому зрителю. Размеры столичных сцен намного превосходят якутскую площадку, поэтому перед артистами и режиссерами стоит непростая задача – за кратчайшие сроки адаптировать спектакль к новой сценической географии. Без зрителя спектакль не рождается, поэтому все эти так называемые генеральные прогоны и так далее – это для такого общего самочувствия. Эпос Аланхо всегда актуален, но в данном случае особенно актуален. Потому что если вспомнить историю, то в 1943 году опера «Нюргун-Ботур» она работала на победу. И даже 100-й спектакль, который дали, был построен на эти деньги танк «Нюргун-Ботур». У жителей поселка Чульман Нерюнгринского района появилась возможность заниматься спортом на профессиональном уровне. Один из 3 физкультурно-оздоровительных комплексов, вводимых в строй в этом году в республике, торжественно открыл глава региона Айсен Николаев. Иван Лазаренко ознакомился с оснащением нового спортивного объекта. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Антрацит» в поселке Чульман торжественно открыли 10 ноября с участием главы республики Айсена Николаева. Комплекс включает в себя крытый каток и
множество других помещений, но о которых более подробно расскажет нам Алексей Вараксин. Физкультурно-оздоровительный комплекс построен по программе «Газпром детям». Порядка 3500 квадратов. Здание административно-бытового корпуса включает раздевальные комнаты, разминочный зал, административный корпус. Занимает порядка 800 квадратов. Ледовая арена 1800 метров квадратных. Все остальное технические помещения. Новый спортивный комплекс предназначен для проведения занятий по хоккею, фигурному катанию и массовому катанию на коньках. Для спортсменов предусмотрены комфортные раздевалки, оснащенные по самым современным требованиям. Комплекс также адаптирован для посещения маломобильными группами населения. Благодаря таким объектам мы будем развивать зимние виды, ледовые виды спорта. Здесь будут тренироваться не только хоккеисты, да, будут и фигурное катание, будет и шорт-трек, будет и, да, также сказать, керлинг. Поэтому для развития таких видов спорта вот такие объекты очень будут нам помогать. Сердце ледовой арены – морозильный компрессор, который обеспечивает намерзание льда и охлаждение специальной плиты под ним, круглосуточно поддерживая строго заданную температуру. Ну а чтобы лед на ледовой арене был ровный и спортсмены не испытывали никаких неудобств при занятии спортом, используют вот такой новенький агрегат. Ледовый комбайн предназначен для наплавления льда, для подрезки льда. Каждые 2 часа после тренировки проводится чистовая заливка льда для успешной тренировки. Пропускная способность спортивного объекта более 170 человек в смену. По словам главы региона Айсена Николаева, открытие новых спортивных комплексов становится стимулом развития населенных пунктов республики. Аналогичный физкультурно-оздоровительный комплекс открылся и в Алдане, а в ближайшее время спортивный комплекс с катком и бассейном распахнет свои двери для юных спортсменов в столице региона. Программа «Газпром детям» – это ключевой социальный проект компании. Его главная цель – это всестороннее развитие детей и подростков и вовлечение как можно большего их числа в занятия спортом и творческой деятельностью. Проект действует в 74 регионах нашей страны. И начиная с 2007 года реализовано уже более 2000 спортивных объектов. Из них более 200 вот таких красавцев физкультурно-оздоровительных комплексов. Иван Лазаренко, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри. На сегодня это все, но мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.